Салам, друзья! Меня зовут Саша. И не беспокойтесь, не все так плохо. Вернее, все хорошо. Это был такой небольшой своего рода кликбейт. Ну, я про название говорю. Кыргызстан в опасности. Да, это название очень каверзное, но тема сегодня будет, соответственно, подобная опасности в Кыргызстане. Сегодня у нас будет видео, почему Кыргызстану не страшен апокалипсис. А может быть и страшен. А вдруг мы сейчас посмотрим видео и окажется то, что Кыргызстану страшен апокалипсис. И все-таки Кыргызстан в опасности. Но не будем нагнетать, потому что это видео юмористическое. И здесь будет в основном весело и смешно, чем печально и грустно. Я так надеюсь, по крайней мере. Даже в описании написано то, что это юмористическая часть про апокалипсис в Кыргызстане. Кстати, друзья, у меня уже было подобное видео только про апокалипсис в Казахстане. Вот это видео, если вам интересно. Ссылку оставлю в описании и в подсказке, и в конечных заставках. Сможете посмотреть и узнать, почему же Казахстану не страшен апокалипсис. Там тоже было очень весело и смешно. А сегодня мы узнаем, почему же Кыргызстану не страшен апокалипсис. Или все-таки страшно. Ладно, не будем больше это повторять. Да, кстати, друзья, простите еще раз за такой небольшой кликбейт. В общем, друзья, если вы на этом канале Санек впервые, то обязательно подписывайтесь на этот канал. Как вы видите, здесь выходят довольно интересные видео про Кыргызстан, про Казахстан, в будущем еще и про другие страны, и смешные видео, и познавательные, и песни, и хиты, и рэп-хиты, и разное новое направление, и не только. Все на этом канале, поэтому буду рад видеть каждого нового друга с вами на канале, и будем с вами общаться и весело проводить время. Да. Также еще очень интересно узнать, что вы вообще думаете про апокалипсис. Верите ли вы в него, верите то, что это когда-нибудь может произойти, или что вы в общем думаете о нем? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И также давайте с вами договоримся. Если вы хоть раз видели в новостях, в газете, по телевизору, то, что апокалипсис будет завтра, заголовок такой, то просто ставьте лайк и подписывайтесь на этот канал. Знаю, практически все видели, поэтому все должны подписаться. Вот и проверим, кто честный, а кто нет. Ладно, в общем, буду вам очень благодарен, если вы подпишетесь. Кстати, друзья, сейчас расскажу такую вам очень интересную историю. У нас в Украине, в моем городе Николаеве, вчера был практически апокалипсис, правда. У нас вчера в Украине были очень сильные ветры, которые достигали до 100 км в час. Представляете, ветер, который идет со скоростью 100 км в час. В общем, я вам сейчас вставлю видео того, что он натворил. Он повалил деревья, он унес наш мост пешеходный. И, короче, очень жесткие проблемы появились. Повалились деревья, провода, черепица с крыш послетала. Правда, как какой-то апокалипсис, поэтому видео будет в тему. Но мы не будем медлить и поехали! Привет. Все самое интересное. О, да, это свершилось. Ну, наверное, вы так подумали, верно? Извиняюсь, что так долго пришлось ждать видео. Это было небольшое отступление, а теперь начнем. В мире все неспокойно и тревожно. Да, как всё у нас вчера бурлит было. И кипит, как в желудке человека, который съел на завтрак просроченный доширак. А туалета в радиусе 10 километров нет. Так вот, кометы с ужасающим постоянством пролетают мимо Земли, зомби наступают, Ух, пришельцы атакуют прилетают. и так далее. Но стоп! Хватит бояться апокалипсиса. А давайте-ка отправимся в небольшое государство в Средней Кыргызстан. Азии, в гости к нашим братьям-киргизам, и посмотрим, как они будут выживать в эти непростые времена. Колпаки. И вот наступил апокалипсис. Понарошку. Восстание роботов. Ух, И вот ученые придумали совершенно новый искусственный интеллект, который стал быстро развиваться и в итоге стал умнее самих ученых. В общем, он Быстро решил, развиваться. что ему нафиг нужны людишки, и их пора прикончить. Вообще, Посмотрим. обычно киргиз-пастух где-нибудь в полях скажет Эй, какой нафиг восстание роботов? и решит построить юрту. Да-да. Кстати, в Киргизии самая дешевая Ух ты, юрта 200 стоит тысяч порядка рублей. 80 тысяч рублей. А что касается самой дорогой, то совершенству нет предела. Можно купить как за 3000 долларов, так и за Ух ты, 15 тысяч 5000 долларов. юрту. И при этом срок службы Ну, это целый юрты дом. намного дольше, чем у среднестатистической иномарки. Примерно 25 лет в кочевых условиях.
Ну так вот, я немного отвлекся. В общем, если роботы пойдут в наступление, то Вот какие умные киргизы роботы. построят супер нанотехнологичного, бронированного, с большим пулеметом и харизмой самоходного робота под названием Юрта. Адам Юрта, версия 1.0. Прикольно. Сядет в него и пойдет уничтожать злобных роботов. Да, и Эти всем роботам крышка. недокиборги просто не устоят против этого чуда инженерии. Это я вам гарантирую. Бам-бам, и все. Все враги повержены. Вообще легко. Нехватка Юмористическое. еды. Да, друзья, как вы поняли, это будет юмористическое видео. Еда — наш основной источник В жизни. Кыргызстане как и очень вода. много еды. И если вдруг так случится, что вся еда исчезнет, ну или кто-нибудь у нас ее отберет, например, злостные ужасные гуманоиды, то выжить Инопланетяне. нам будет ох как нелегко. Гречки нет. К счастью, нас спасут киргизы. Да-да, потому что именно на территории Киргизии находятся самые большие фруктовые и ореховые леса в мире. Они Ух ты. покрывают более 600 тысяч гектаров в долине реки Арслан-Боб. А как мы знаем, в орехах куча полезных веществ, Да, и можно микроэлементов, прожить всю жизнь, витаминов, питаясь а орехами. пищевые волокна, которые содержатся в орехах, оказывают благоприятное влияние на человеческий организм. Так еще и орехи являются весьма калорийным продуктом Да, да, да. питания. А Очень еще калорийно. добавить сюда национальный киргизский напиток кымыз, ну или кумыс, И который можно одними орехами и кумызом наесться на весь день. изготавливают из кобыльего молока, то тогда мы точно выживем. Да. Еще потом будут отправлять фурами орехи по всему миру. И тем самым киргизы спасут человечество от голода. Класс. Всемирный потоп. Ну представьте, арктические Интересно. ледники Ну там же, в принципе, много гор, можно спрятаться в горе. Или на горе, например. таяли и, наконец, растаяли. Ну и Кыргызстан далеко Весь от морей мир в буквальном смысле и затопит. океанов. Президенты летают на своих вертолетах и не знают, что делать. Ведь бункеры бесполезны в таких условиях, правда? Ну, А космос да. покорять и осваивать новые планеты им было некогда. Вот так и будут летать туда-сюда, пока не попадают. А как же выживут киргизы? Дело в том, что больше 3/4 территории государства Киргизии занимают горы. Горы. Так еще и на территории страны находится самый северный семитысячник на Земле. Это высшая точка Тяньшаня, которая Да. называется Пик Победы. При высоте в Ух ты. 7439 метров Я не знал, эта что она гора такая одна из большая. самых высоких вершин мира. Так Там вот, точно не достанут. Простой киргиз возьмет с собой юрту, стадо овец, баранов для пропитания. И главное, все и на в лошади горы повезет. со своей семьей. Там можно будет легко выжить и пережить любой потоп, Да. нашествие зомби. И вот где-нибудь в США в какой-нибудь Супер-пупер лаборатория. супер закрытой лаборатории произошла утечка страшного вируса, превращающего людей в зомби. Я как раз вчера кино смотрел про страшный вирус. Орды зомби приближаются. На самом деле, киргизы уже спасли всех от страшного вируса. Да-да, не удивляйтесь. Этот вирус назывался Братзот. Ты, Правда, я даже не заразил он слышал про овец и такой. коз. Болезнь протекала молниеносно и за несколько минут могла убить животное. Ух ты. В итоге эта вакцина, придуманная киргизами, спасла миллионы животных. Ух А ты. значит, и от зомби вируса есть Найдут. шанс, что умнейшие головы Киргизии что-нибудь допридумают. А если ничего не получится, то всем киргизам То нужно сядут в юрту бронированную и так же, как с бежать роботами. в бункер. Дело в том, что прямо под площадью Алато, в центре Бишкека, находится огромный подземный Ух ты, бункер, я про это не знал. который был построен еще в советское время для руководства республики. Круто. Вот в нем-то и можно будет спокойненько пережить этот глобальный пипец. Так что, киргизы, имейте в виду, если какая начнется движуха опасная, все в Бишкек. Поехали искать в Бишкек. подземный бункер. Ну и бонус. Анекдотик небольшой. Опа. На необитаемом острове русский, узбек и киргиз. Русский. Заведу козу, буду молоко, сметану, сыр продавать. Узбек. Сделаю тандыр, буду лепешки продавать.
Кыргыз А думал, кому? думал и сказал: А я буду вашим новым налоговым инспектором. Ха-ха, ставь классно, и будет со всех деньги собирать. лайк, если понравился выпуск. Отлично, И кому они собрались на необитаемом острове продавать молоко? подписывайся Это интересно, а вот на инспектор... канал Bizarre проживет. World. Впереди еще много всего интересного. Да, и вы подписывайтесь на канал Санек, ведь впереди нас с вами еще ждет очень много всего интересного, познавательного и таких вот замечательных юмористических видео. Ну вот, а вы боялись. Кыргызстану совершенно не страшен апокалипсис. Ведь если что-то плохое произойдет, Кыргызстан всегда сможет найти выход и помочь своим соседям и просто друзьям. Казахстану, Украине и другим странам. Да, больше всего мне понравилось, как Кыргызстан будет воевать с нашествием роботов. Сделают бронированную юрту, пулеметы и пау! Погнали мочить всех роботов. То же самое и с зомби-апокалипсисом можно будет сделать. Ну, как мы все знаем и надеемся, апокалипсиса нет. И надеюсь, не будет. И не придется ничего из этого делать. Потому что пока мы так хорошо живем, не надо придумывать никакие вирусы, роботов. Сами в магазин сходим, сами построим на заводе что-то. А то сейчас придумают каких-нибудь роботов, которые заменят людей. А потом роботы такие: ну раз мы умнее людей в раз 100, то зачем вообще нам эти люди? И пау-пау всех. Но не Кыргызстан. А, ну и Казахстан тоже. Вот это видео, ссылка в описании, в подсказке. Кому интересно, сможете посмотреть и тоже от души посмеяться и узнать больше, почему же Казахстану тоже не страшен апокалипсис. Фух, было интересно. Насмеялся я вдоволь. Надеюсь, вы тоже. Да, правда, это видео такое юмористическое. Вы, наверное, уже испугались, когда прочитали название «Кыргызстан в опасности», но нет. В Кыргызстане все хорошо и всегда будет хорошо. Да. Огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Саша. Замечательный Кыргызстан и апокалипсис, которого не будет. Пока-пока, друзья. Да.